Колмакова Ольга Васильевна, Республика Саха-Якутия. Номер 10. 10-й номер однозначно счастливый. Именно его Ольга Колмакова вытянула на первом этапе финала. Позади заочный тур. Якутянка дала фору сотням других директоров страны. Затем очный конкурс в Москве с презентацией проекта. В Якутии достаточно хорошая сеть политехнических школ. Об этом я рассказала, как оно было, когда оно началось, то есть с трансформацией вообще всего образования у нас в поселке Нижний Бестяк. Это с приходом железной дороги, как он стал центром Улуса. И железная дорога здесь определяющий фактор. Нижнебестяхская школа создала проект, который объединил в одну сеть политехнические школы района. Те, что прилегают к железной дороге. Первые шаги были сделаны в 2011-м, когда о сетевом взаимодействии мало что знали. Сегодня, спустя 12 лет, к проекту уже подключились 10 школ, 2 центра технического творчества, а занятия робототехникой и моделированием охватили более 3000 детей. В планах создания электронной политехнической школы. Это опыт моей команды. То есть мы смогли, например, доказать, что есть такие сельские школы, которые транслируют некий такой опыт и который может тиражироваться уже вот, по всей России. И мои коллеги из других регионов, они уже почерпнули и показывали о том, что это их точка роста. То есть они в сетевом взаимодействии будут работать. Ольга Васильевна работает в школе более 20 лет. 9 из них в качестве директора. Она прошла финал конкурса, вошла в 30-ку лучших директоров страны. И это уже победа, говорят члены жюри. А вот обладателя первого места узнаем совсем скоро. Его выберут из числа 5 директоров, вошедших в суперфинал. Это блестящий результат, потому что в этом году более 1000 заявок было. Представьте, какой конкурс пришлось преодолеть вашей конкурсантке, равно как и всем остальным 29. Вот, это больше 35, скажем, человек на одно место. Разве это не победитель? Это, безусловно, победитель. Айсена Бурнашова, Григорий Николаев, Москва.